Всем привет! Меня зовут Адиль Сейфуллин, и совсем скоро я стану сотрудником компании Транстелеком. Ну, я надеюсь. А это здание, где я стажируюсь. Правда круто? Вот это мой шеф Алмаз. Он бывает временами строгий, но всегда очень справедливый. Ну что ж, моя стажировка начинается. Спасибо большое. Брат, ты что, снимаешь, что ли? Время, еще рано, братан. Давай сейчас посидим, пообщаемся потом, хорошо? Ты что, пишешь, что ли? Альбек задолбал, блин. Ребят, всем привет, меня зовут Адиль Сейфуллин, я являюсь стажером в компании Транстелеком. Ну как стажером? Сегодня мой первый рабочий день, скоро появится мой начальник Алмаз, мне очень приятно будет с ним познакомиться. Чего я вам все это рассказываю? Сейчас будет предыстория, Альбек вставит же на этом монтаже, посмотрите, хорошо? Есть ли жизнь после универа? Этим риторическим вопросом я задался буквально пару месяцев назад, получив диплом на руки. Кричать «свободная касса» желания не имел, поэтому долго и упорно искал подходящий вариант. Здравствуйте. Нет, не от БК звоню. Обзванивал все объявления, забивал в Google, как устроиться в нацкомпанию без агашки, играл с машинкой, ну как без этого. Обходил всевозможные сетевые маркетинги, читал бегущую строку по телевизору и, наконец, нашел. Работа мечты. Здравствуйте. Я по поводу объявления звоню. Вот, на HeadHunter нашел. Вам требуется, да, человек? Все, круто. Так, окей, а куда именно? Кунаева 10, центр минуты. Вот со стороны Кунаева. Ну а началась вся история с ключевой фразы для любого казаха. Бисмилляй. Зарядка не садится? Сейчас самый... А? Да не, вообще не парься. По времени уже. Извините, пожалуйста. Вас как зовут? Зарина. Зарина, Адиль, очень приятно. Зарина, вы можете, пожалуйста, зайти, уточнить там к Алмазу? Просто время. Мы долго уже ждем. Сейчас. Ну что там, можно? Проходите. Ага. Ну, понял. Можно? Сейчас, секунду. Да, заходи. Да, брат, на работе, на работе. Спасибо. Адиль, я по поводу объявления. Помните? Меня Алмаз зовут, присаживайся. Ты что, не один? Не, это друг мой, Алибек. Он все снимает, все, что вокруг меня творится. Ну, у нас просто блог в интернете один, мы ведем такой. Можно будет? Ну, в смысле, он на работу не будет никак влиять. Да, ну все окей, если мешать не будет, без проблем. Так, насколько я понял, Адиль, ты будешь у нас практикантом. Да. Ну, давай тогда пробежимся по перечню стандартных вопросов. Ну, первое, ты откуда узнал нашу компанию? Ну, узнал в интернете, получается, увидел объявление и очень хорошие условия. Вот. Окей. Что окончил? Окончил евразийский. На кого учился? Журналистика. Так, что умеешь? Что умею? Да все умею. Все, что скажете. Отлично. А сколько у вас сотрудников работает? Я просто видел объявление, там очень много людей, насколько помню. У нас штат большой, более 3000. 3000? Да. Это в смысле... Это же огромное количество денег и море красивых девушек. Хорошо. Ну все, Адиль, в принципе, давай, время не будем тянуть, сразу приступишь к работе. Пойдем, я тебя познакомлю с коллективом. Нет, стой, подожди, Адиль. У нас через 20 минут будет пресс-конференция. Давай, дуй туда, ты как раз с напарником, с камерой, твое первое задание, все поснимать и предоставить мини-отчет. Ну хорошо, хорошо, попробую. Все, давай, вперед. Все, спасибо. Ну что, друзья, вот мы находимся в замечательном отеле, где проходит пресс-конференция по случаю ребрендинга компании TTC. Здесь очень много журналистов, акул-пера, но мы сегодня зададим им самим вопросы, посмотрим, что они ответят. Здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Асхат. Адиль, очень приятно. Вы с какого издания? Первый канал Евразия. Да? А что у вас здесь в Хабаровске?
Ну, мы камеру арендуем у них. Извините, пожалуйста, вы можете подсказать, сколько у вас стоит аренда камеры? Аренда. Не даем в аренду. Вообще прям никак. Там просто ребята с Хабар-24 спрашивали, может там как-то получится. Нет, Хабар-24 тем более, ни при каких условиях. А куртку хотя бы ему дадите, он, кажется, без куртки пришел. Куртку тем более. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Донара. Полегче. Донара. Давайте так. Нормально? Хорошо. Вы поближе. Меня смущает то, что я со своим микрофоном. Вы можете чуть ближе. Хорошо. Не так, чуть-чуть. Хорошо. Нормально. У вас не работает микрофон. Вы из какого-то издания, да? Да, Интерфакс. Интерфакс Казахстан. Вам на Интерфакс нравится? Да, очень. А почему вы тогда так рано пришли? Ладно, спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Извините, пожалуйста, там вода закончилась. Где? В зале. Что делать? Вода, говорю, закончилась. Кто виноват? Это не мы. Замените? Не можем. Мы только соком можем помочь. Здесь магазин рядом есть. Хорошо. Нет, уже не успеем. Ну, если бегом 5 км в час бежать, то, в принципе, нормально же? Или нет? Ну, вы можете быстрее 5 километров? А мы же не замеряли свою скорость еще. Есть отличная возможность. Здравствуйте, Нариман Дюсикеев, пресс-служба холдинга «Зерде». Шеф Илман, пресс-служба Зерде. А кто из вас начальник? Никто не начальник. Начальника здесь нет. Вообще? Вы равны? А почему у вас костюм лучше? Потому что зарплата больше, наверное. Чего вы из зала вышли? Там теперь пусто, возвращайтесь, пожалуйста. Спасибо. А извините, пожалуйста, это вы Басхуда, да? Почти. Это вы, да? Там просто вас ищут, кажется. Пресс-конференция потихонечку начинается, уже все находятся именно здесь, и журналисты, и представители компании Транстелеком. Поэтому просто посмотрим, что будет происходить дальше. У меня вопрос очень простой. Вы сказали, что будете играть в доту, да? Будет соревнование. Вы сами примете участие, а может быть откроете? Спасибо. Потом единственное, ребят, когда кушаете... За собой брать? Да, надо за собой убрать и счет закрыть, хорошо? Не знаю. Ваш счет? Счет за еду. Да, все хорошо. Когда кушаете, надо закрывать счет. Окей. Она не бесплатная. Окей. Извините, пожалуйста, Адиль Сейфуллин, самый лучший человек, по версии моей мамы. У меня вопрос такой. Почему все казахи постоянно опаздывают?